смотрите в новом выпуске телепередачи «Вестник Харасхал». Летняя дневная площадка для деток с особенностями здоровья на базе благотворительного фонда Харасхал. Семинар по развитию системы ранней комплексной помощи в Якутии. Воспитанники IT-школы Илларионова презентовали совместные проекты с благотворительным фондом Харасхал. Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Светлане Протопоповой, 2012 года рождения, на курс лечения в клинике Шиба, Израиль. Диагноз – злокачественное наобразование ствола мозга. Чтобы помочь Свете, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Свете вместе! В историческом парке «Россия. Моя история» состоялся выпускной IT-школы Алексея Илларионова. Ученики презентовали свои работы, приложения, мобильные игры и серию социальных роликов, направленных на поддержку инклюзивного образования в Якутии. В течение 2 лет дети обучались программированию, компьютерной графике и представили свои лучшие проекты. Среди презентационных работ оказались проекты, реализованные совместно с фондом Харасхал. Как вы уже знаете, в апреле было создано волонтерское движение «Альянс», которое представляет сообщество молодых людей, оказывающих поддержку в передвижении детям с ограниченными возможностями здоровья. Не все семьи могут каждый день вывозить ребенка на улицу, и особенно трудно матерям-одиночкам, из-за чего некоторые дети редко выходят из дома и не могут быть там, где им хочется. По словам разработчиков, это приложение положительно скажется на развитии волонтерского движения в Якутии. Приложение получилось простым в использовании, но решает проблемы, которые были до этого. Раньше родитель ребенка обращался в фонд Харасхал, затем фонд обращался к главному волонтеру Альянса. Затем Альянс находил свободно желающих помочь, и вся эта цепочка шла обратно до родителя. Этим приложением мы сократили цепочку действий и оставили только родителя и волонтера. Специально для благотворительного фонда Харасхал дети и преподаватели IT-школы Алексея Илларионова выпустили серию из 5 социальных роликов, рассказывающие о доступной среде, спортивных достижениях паралимпийцев и важности инклюзии в обществе. Для выпускного проекта мы делали ролик для благотворительного фонда Харасхал. Мне нравится то, что мы целый год изучали 3D-моделирование, а в конце мы уже сделали конкретный ролик, не просто чтобы изучить тему, а чтобы люди поняли то, что, допустим, слуховые аппараты. Они бывают маленькие, большие, разных видов. Я надеюсь, то, что с помощью моей работы люди больше узнают о фонде Харасхал. Ежегодно фонд проводит уроки доброты, направленные на поддержку людей с инвалидностью и людей с ограниченными возможностями здоровья. За год проходит более 1000 уроков о понимании инвалидности, и все больше школ хотят стать частью столь доброго проекта. Как-то у нас возникла прямо такая идея, что, есть же различные благотворительные фонды, получается, им по-любому нужен какой-то контент, а нам нужна тема для проекта. И вот так это получилось. То есть вот эти проекты, которые мы сделали, это выпускные проекты. То есть они показывают то, чему мы учим ребят, чему они научились, что они могут делать. Наш основной фокус – это на то, чтобы ребята делали какие-то конкретные проекты. То есть мы не обучаем их просто программированию, мы не обучаем их просто графике. Наш подход школы такой, что мы обучаем их программированию для того, чтобы они могли делать конкретное что-то. Приложение Харасхал Альянс уже доступно для скачивания на ваши гаджеты. Социальные ролики станут дополнением к методическому материалу для уроков доброты уже в новом учебном году. Стартовал проект обучения для специалистов по ранней помощи. В течение нескольких дней участники проходили практикоориентированный семинар, ведь именно первые 3 года в жизни ребенка играют важную роль в его развитии. Проект нацелен на логопедов, дефектологов, психологов, социальных педагогов, учреждений и специалистов некоммерческих организаций, работающих с семьями и детьми с ограниченными возможностями здоровья. В
процессе обучения участники обсудили профессиональные проблемы, как ценность ранней помощи, важность общения матери и ребенка в первые 3 года его жизни, а также формы работы с семьями, воспитывающих детей с инвалидностью и детей с ограниченными возможностями здоровья. Ведущие наших семинаров – это люди с большим практическим опытом. Наше главное отличие – это, в основном это, наверное, интерактивность, когда не просто люди слушают нудную какую-то теорию, лекцию, да, но и сами принимают участие, активное участие, то есть и с примерами, из опыта работы специалистов, и сами принимают участие. Главным преимуществом семинара стала именно практическая направленность. Так, участники познакомились с новыми методиками работы с детьми, родителями, диагностирования, а также научились бороться со своими внутренними страхами и стереотипами, связанных с детьми с инвалидностью. Когда семья беспомощна, что делать дальше с детьми, если с отклонениями какие-то развития, да, нужна большая-большая поддержка для этой семьи в первую очередь. Чтобы в дальнейшем, когда мы курируем семью или сопровождаем, да, им становится в первую очередь легче, и они принимают этого ребенка, да, с тем диагнозом, который поставили. Либо, если не поставили диагноз, но в любом случае мы доводим, да, до той стадии, до принятия этого ребенка, что да, он вроде не такой, у него есть что-то это, но есть в то же время какие-то положительные качества. Да? Эти 3 дня прошли с огромной пользой. Получила очень много именно практической нужной информации и именно узнала о работе фонда Харысхал именно в направлении с детьми с ОВЗ. Да? Я сама мама ребенка с инвалидностью, поэтому для меня тема была очень близка. Я уже вчера разговаривала с администрацией и озвучивала тему и расстроила даже некоторые планы, да, предложила, что, возможно, в нашем детском саду можно открыть такую группу, где мы будем принимать ребяток таких, потому что тема сейчас это вот такое течение, веяние, которое необходимо обществу, и таких деток становится очень много, и очень большой спрос, поэтому надо реализовывать это направление. Концепция по развитию ранней помощи была подписана в августе 2016 года, а мы вообще этот проект в благотворительном фонде Харысхал открыли, работаем с января 2017 года. У нас является моделью, площадкой для развития этого проекта. То есть методом проб и ошибок мы выявляем плюсы, минусы и хотим быстрее все это реализовать, показать, как надо работать. Специалисты поддержали идею реализации программы по ранней комплексной помощи в Якутии, благодаря которой тысячи детей со временем смогут реализовать свое право на полноценную жизнь, получить образование и найти себя в профессиональной деятельности. В течение 5 дней с 18 по 22 июня воспитанники благотворительного фонда Харысхал с пользой проводили время в рамках летней дневной площадки. Летняя площадка подарила массу позитивных впечатлений. Дети создали мультфильмы, впервые посетили один из самых современных музеев Якутии «Россия. Моя история», погуляли в контактном зоопарке «Зооленд» и с радостным смехом веселились, прыгая в батутном центре «Гравитация».
была яркая неделя, насыщенная приключениями. На уроке рисования дети постарались отобразить все свои радостные эмоции. На листах они запечатлели веселые игры в гравитацию, передали красивые очертания музея и цветочные символы лета. На закрытие смены в гости к деткам пришел детский педагогический отряд «Здравствуйте», а также Человек-паук. Я гуляю на компу. Морковь, яблоко, еще мы пошли пешком, на покушали, съедем на. Первый ты знаешь, часть просто отошел, персонажи, и мы кушаем, пили, мы красота. Мы были по туте, это музей, и теперь это парки. Я рисовал и лепил, играл лего и рисовал лего, зомби. Я люблю все. Угодно я пошел, кроликов погладил и всех коленочков погладил. И там енотов посмотрел. Мы вчера ходили в музей России. Там были, показывались, как была война. И сегодня мы сходили в... Почему нужно ходить в такие лагеря? Что-то интересное узнавать, друзей заводить. Поскольку они очень быстро устают, то вот, по крайней мере, 6-8 часов это трудно для них. А то, что еще наши волонтеры и организаторы знают, что наши дети какие, то вот отвожу и не беспокоюсь, что не досмотрят, знаю, что более внимательные к ним. Спасибо нашим друзьям, кто поддержал и помог в организации летней дневной площадки. Благотворительная акция «Доброе сердце» Амарах Сюрех объявляет сбор средств в помощь Светлане Протопоповой 2012 года рождения на курс лечения в клинике Шиба, Израиль. Диагноз – злокачественное наобразование ствола мозга. Чтобы помочь Свете, вам достаточно отправить сообщение на короткий номер 3443 со словом «Якутия», пробел и сумма пожертвования. Поможем Свете вместе!